Надо отметить, что Маргуш расположена на территории современного Марийского вилаята Туркменистана, и у него удивительная история. У ученых различные версии создания государства Маргуш. Во-первых, некоторые ученые утверждают, что это государство создано в конце третьего тысячелетия и в начале второго тысячелетия до нашей эры. А группа других ученых считает, что в еще более ранний период, в четвертом тысячелетии до нашей эры, с переселением сюда древнего населения. А в результате археологических раскопок, проведенных в последнее время, из разных уголков мира прибыли научные группы, которые внесли свой вклад в изучение истории государства Маргуш. В настоящее время ученые со всего мира проявляют огромный интерес в изучении истории нашей страны. Это подтверждает работа туркмено-итальянской экспедиции в нашей стране, которая провела работы на Аджи-Гуи, туркмено-российская экспедиция, работавшая в Гонур-ДП, туркмено-итальянская экспедиция в Тогалак-ДП, а также туркмено-британская экспедиция, изучавшая крепости Мары. Все эти экспедиции демонстрируют то, что наша история оказывала большое влияние на историю мира в древности. В открытии культуры Маргуш велика заслуга известного археолога, доктора исторических наук, лауреата международной премии имени Махтум-Кули, почетного члена антропологического общества Греции Виктора Ивановича Сарианиди. В 1972 году Маргианская археологическая экспедиция под руководством Виктора Ивановича Сарианиди среди песков и такыров пустыни Каракум начала поиски загадочной страны Маргуш. В книге руководителя археологической экспедиции Виктора Ивановича Сарианиди «Маргуш. Тайна и правда великой культуры», изданной в 2009 году в городе Ашхабад на 3 языках, даны такие сведения. Эта страна ранее была известна лишь по надписям ахеменидского царя Дария. Греческие историки, которые во времена похода Александра Македонского на восток открыли для себя Центральную Азию, эту страну именовали Маргиана. В ходе археологических работ на территории дворца были найдены разнообразная посуда, декоративные изделия, печати, изделия из меди, бронзы, камня. Обнаруженные в Гонур-ДП находки говорят о высоком уровне развития гончарного ремесла в Маргуше. На кувшинах были изображены различные фигуры. Некоторые изображения на них говорят о том, что уже в те времена Гонур-ДП была канализационная система. Находки, найденные с Гонур-ДП, являются подтверждением того, что государство Маргуш поддерживало торговые связи, культурный диалог с Малой Азией, Месопотамией, Египтом. Ученые приходят к выводу, что строение в центре города являлось дворцом правителя, поэтому его назвали «дворцом царя». Дворец на территории Гонур-ДП самый большой и древний из подобных дворцов в Центральной Азии. Памятник Гонур-ДП, являющийся по предположениям ученых первым городом столицы Маргуша, состоит из двух основных комплексов – дворца, отдельного расположенного на востоке храма. Вокруг этих комплексов располагались жилые помещения для населения. Гонур-ДП был административным и религиозным центром государства Маргуш. Было установлено, что Гонур-ДП являлся местом возникновения огнепоклонничества. В результате археологических раскопок, проведенных в Гонур-ДП, было установлено, что в Маргуше было развито земледелие и животноводство. Столица государства Маргуш, Гонур-ДП, был одним из развитых государств своего времени. В ходе раскопок, проведенных туркменскими учеными, стало известно, что основными жителями Маргуша было население Алтын-ДП. В третьем тысячелетии до нашей эры, в связи со снижением уровня жизни населения, Алтын-ДП стала населять местность вдоль реки Мургаб в Марийском вилаяте и основала там свое государство. Население Маргуша было очень развито.
Найденные работы говорят о его высоком научно-образовательном уровне. Больших успехов население достигло и в сельском хозяйстве. Традиции и обычаи, религиозные поверья, ритуалы маргушцев туркменский народ смог пронести их через тысячелетия.